Всем привет, всем привет. Так, ну что, начинаем наш пятничный стримчик. Озеро Талое. Озеро Талое, вот надписи видно. Так, велосипедисты едут. Сейчас давайте посмотрим, что тут наделали у нас с озером Талым. Какую сделали набережную. Так, пока никто не смотрит. Ну, надеюсь, что подключатся люди и будут смотреть. Короче, при входе вот такой вот сделали здесь. Как это, проход такой, да? И вот надпись озеро Талое на нем. Так вот видно волны, там подсветка может быть какая-то включается вечером. И с этой стороны аналогично все. Так, что тут мы имеем? Вот само озеро, и можно вот посюда пойти, можно потуда. Давайте вот по этой стороне пойдем, посмотрим. Вот это вот сделали недавно, в том году или в этом. Короче, вот что-то... кто-то кидает. Я думал, рыба клюет, ё-моё. Ну, тут грязновато, конечно, для рыбы. По-моему, тут нету никакой рыбы. Так, вот такой вот сделали насыпь здесь. Ну, а с этой стороны вот протекает, что это у нас там, труба такая вот. И текет водичка оттуда. Как бы сплошным потоком через вон ту трубу большого диаметра, которая... Угу. Здесь тоже вот такой водосток сделали, как бы. Так, и здесь уложили камешки вот в такую вот металлическую, как это, обвязку, да? Вот так вот сделали. Ну, здесь еще ничего, просто песок, обычный песок у нас. Наверное, доделают здесь вот этот участок. С этой стороны такие вот лампы стоят, установлены. Ну, вот это само озеро Талое. Там вот какой-то даже съезд, смотрите, к озеру есть. Ага, для чего это сделать? Наверное, для зимнего времени, когда здесь лед, чтобы можно было машинам каким-то спускаться на это озеро, может быть, там для того, чтобы лед делать нормально, заливать там, как бы. Так, а здесь что у нас сделали? Так, здесь сделали такую вот, что это такое? Деревянные брусы вот такие большие. Видим деревянные брусы. И вот из бетона плиткой выложенные. Так, давайте мы с вами спустимся. Здесь плиточка выложена, смотрите. Какая вот набережная уже идет. Мусорки интересные. Такого типа, значит, мусорки. Люди прохаживаются. Ну, прикольно, прикольно. Когда это все сделают, будет, наверное, здесь симпатично все, я так думаю. Еще вот пустят, тут эти лодочки плавают по озеру. И будет довольно симпатично все это смотреться. Ну, а пока мы видим вот такую ситуацию. У нас здесь тоже вот сделали эту набережную часть. Уже повыше она, да, как бы повыше. Опять вот этим камнем. Все в металлическом, значит, оплетке она вся обернута. И вот так вот оно все выглядит. Сейчас так вот все выглядит шикарно. Но стало значительно красивее, чем было. То есть это самый центр, тут площадь Ленина метров 100. И получается, что вот там детский Водяновский
зона, да, парк. Парк, ага. Вот там много детей, которые там бегают. И вот здесь вот можно будет отдохнуть. Вот даже чайки, смотрите. Чайки летают. Смотрите, чайки прилетели. То, наверное, они с этого, с реки. С реки. Тут-то им покормиться не удастся, наверное, ничем. Если только люди не накидают им. Или может они уже какими-то отбросами питаются, непонятно. Так. А, вот еще, что тут не было. Вот этот дом. Его этого дома не было. Его построили недавно относительно. Так, давайте пойдемте дальше. А, здесь, смотрите, если это канат сделан. Так, уже кто-то что-то попил. Лесенки. А, еще эти, смотрите, какие интересные. Это что такое у нас сидят на котором? Интересные такие высокие. Прикольно вообще сделали, да? Сидушки. Типа скамеек, да? Почему они такие высокие, не очень понятно. Но можно, в принципе, и залезть ногами на нее, облокотиться. Здесь рядом вот Cinema-центр у нас находится. Видите, да, какая она конструкция интересная. Деревянный, дерево сделано. Пока еще нормально все выглядит. Люди сидят, видим, на этих скамеечках и отдыхают. Так, а напротив вот такая вот зона еще. Смотрите, тоже такие типа ступенек. Вот на них тоже можно посидеть. Лавочки там такие, да? Интересно. Все-таки мне вот непонятно, для чего их сделали такие высокие эти лавки. Чтобы стоять на них, что ли? Но если стоять тут будут, то тут грязь будет внизу. Или чисто как конструктивно дизайнерское решение такое оригинальное. Так, мне какие-то сообщения пиликают на телефон. Вот Cinema-центр, кинотеатр. Здесь их 3 зала, по-моему. Угу. 3 зала, LG-центр. Ну да. Единственное, что тут вот этого навесика нету, как бы. То есть лавочках там можно посидеть, а от солнца не укроешься, да. Ну, у нас, в общем, солнце редко, как бывает, но не так часто, поэтому ничего страшного в этом нету, надеюсь. Так, мост вот здесь вот такой новый сделан. И, в общем, раньше на нем были много замков, вот в этом месте вешали. Теперь, естественно, никто ничего не весит, по-моему, даже запрет на вешание замков на мосте. Здесь интересный такой вход. Здесь под навесом вход на этот мостик. Так вот он выглядит. Так, и ступенечки из металла. Угу, слушайте, нормально так выглядит все. По-современному. Вон уже у нас люди в шортах гуляют. Тепло стало. Так, фильм какой-то идет. Или шоу уже. Афиши его видим. Ну, здесь видим вот эти вот перила такие. Уже из дерева сделаны, довольно мощные. Сюда можно на эту сторону спуститься и туда пойти. Дальше. Ну, давайте с вами по этому мостику погуляем. Немного.
Давайте, это, так сказать, самый центр, прогулочная зона города Якутска. Бестранспортно, естественно, машинам сюда въезд запрещен. Так, вот озеро Талое. Смотрим, так все оформлено, сделано. Кто-то уже какие-то надписи сделал. Даже что-то вот полет. Людям делать нечего. Только сделали, уже начинают всякие надписи писать. Не понимают, что они, в общем-то, портят только своими надписями внешний вид. Вот такая вот красота. Вот там вот Чарон у нас не приближает, ага. Смотрим, лайк, спасибо. С сыном были на площадке Водяновой, ага. Сегодня тепло очень и очень много народу там, кстати. Так, вот на эту сторону, если пойти. Тут против солнца. Угу. Все равно поснимаем, давайте. Вот там вот она, Водяновская площадка. Почему так называется? Потому что Водянова приезжала сюда, известная там топ-модель, жена какого-то английского олигарха. Значит, она открывала ее, поэтому и так названа она Водяновская. Открыта была лет 10, наверное, 10 или меньше. Ага, вот она уже существует. В этом году там что-то немножко подремонтировали, поэтому вот так вот. Так, ладно, давайте пошли дальше. Посмотрели здесь. Ну и заходим, смотрите, здесь с этой стороны моста вот такой вот навес. Навес оригинальный, тоже из дерева сделанный. И съезды налево и направо. Вот эти вот два съезда. Здесь можно тут людям с колясками свободно по ним подниматься на этот мостик. Так, и с этой стороны то же самое мы наблюдаем. Вот в случае дождя здесь можно укрыться даже, как бы. Так, давайте с вами сейчас налево повернем и вот на ту конструкцию посмотрим ее поблизости. Мусорки тоже оригинальные. Вот это все вот так вот выполнено. Такого плана. Так, поближе подойти. Глянуть, из чего сделано. Ну да, типа дерево, да, что-то такое. Не знаю, прессованное или как это называется материал. Ну вот здесь вот видим плитка. Плитка уложена, но она как-то интересно уже опять как-то неправильно уложили. Буграми, вот смотрите, буграми пошла. В общем, это не дело, конечно. Как-то неправильно ее. Уже местами ее нету. Видно, она такие бугры. Тут вообще даже какой-то провал. То есть все это, в принципе, было сделано в том году, и уже вот такое состояние. Не ахти. Виновата ли здесь вечная мерзлота? Не очень понятно. Или что? Или этим как-то не по этому. Неправильно делали строители, кто это делал. Так, ну давайте с вами такие вот штуки, это сидушки такие, да? Можно на них посидеть. И здесь ступенечки. Ступенечки такие, можно спуститься непосредственно к озеру вплотную, практически вплотную. Вот. Кто это написал? А? Людям делать нечего, что ли? Так. Вот тут. Ну, выкосили они тут этот камыш.
Раньше камыш здесь у нас рос обильно. И сейчас вот выкошено все относительно, да. Убрано, но все равно мусор есть, надо убирать. Периодически вылавливать все это. Так, и вот еще одна такая конструкция вот вниз туда идет. Но она не прямо до воды, чуть выше. Ну, видать, это чтобы сделано, чтобы тут сидеть на этих ступеньках и отдыхать. То есть, как бы такая тоже зона отдыха. Тут можно присесть на этот пенек, да? Как это сказать, что это такое лавочка, пенек. Можно на них присесть и сидеть. Вот такая вот красота. У нас люди на великах катаются. А вот это вот, по сути дела, у нас сама Водяновская площадка. Такая, тут кто-то даже уже спит, вставший. Да, нормально. Все, пойдемте дальше. Посмотрим, что хорошего еще здесь сделали. Наверное, мы вот все-таки опять по мостику этому туда пройдем и с той стороны. С той стороны. Ну а по этим, я смотрю по этим, на которых дети все те же самые. Эти, как они называются? Ну, по чем лазят? Снаряды или как они называются? Все те же самые. Тут только была вот такая из веревок паутина, на которую лазили. Вот от нее один столб остался. То есть она уже, видать, пришла в какую-то негодность. Ее просто демонтировали. Оставили один столб. Оставили один столб. А, тут еще можно посмотреть на нас. Или ладно, давайте мы, знаете, сейчас по мосту. Поэтому туда перейдем, на ту сторону. Вот. Удобно с колясками стало ходить людям. Народу нормально у нас. Ну, уже, по сути дела, лето сегодня. Сейчас тепло. Можно, в принципе, уже в одной майке ходить. Без куртки. Смотрите, фотосессия на фоне вот этого дома. Так, сейчас мы свернем. Кстати, выложено тоже такими досками. Сам раньше был металлический, насколько я помню. И уже этот мост его полностью переделали. Полностью. Так, давайте сворачиваем сюда и спускаемся. Но перила нормальные, да, такие прочные, солидные. И тут смотрим, вот эти тоже мощно все сделано. Надеемся, что это все прослужит долго по времени. Так, так вот мост выглядит у нас, если смотреть со стороны на него. Ну, прогуляемся. Давайте вдоль. В этом месте как раз в весеннее время, вернее, у нас где-то с марта до февраля расчищают площадку вот здесь вот, и тут каток. Можно на коньках кататься. Даже тут можно пункт проката коньков есть. И можно без своих коньков прийти, покататься, в общем-то. Ну вот, а еще тут это новое здание, вот это старое здание еще каких-то 50-х годов постройки. Вот оно тут осталось. По-моему, это единственное, которое
из старых зданий. Здесь сохранившихся. Причем это здание каменное. Каменное. Сегодня пятница, да еще у многих как бы ввели этот режим удаленной работы. Школьники уже прекращают учиться многие, поэтому многие люди освобождаются и могут свободно ходить. Свободно ходить могут, отдыхать. Ну, тут видим молодежь с гитарами, культурно сидят. Там Чирон, видно на стене национальный. Значит, посуда, с которой пьют кумыс. Кумыс — это конское молоко, которое немного, так сказать, скисло, да, по-моему, да, и оно с определенными градусами. Градуса 2-3. И если его во время жары выпить, то довольно хороший такой получаешь запал бодрости. Запал бодрости. Да, мы видим, что все лавочки здесь, в общем-то, заняты, да? Что, в общем-то, хорошо. То есть не зря это все сделали. Вот это вот культурную зону для отдыха. Тут видим тоже съезд. Но вот интересно, машина может сюда съехать и тут провалиться прямо. Надо какое-то ограждение или что-то, балку какую-нибудь положить. То или велосипедисты, или на самокате могут просто прямо в воду грохнуться. Не, ну чайки что-то летают, что-то они находят. Неужели здесь что-то есть? Неужели что-то есть здесь? Так. Ну тут, кстати, я, по-моему, ходил где-то весной, да? Тут, когда уже потеплее у нас было, и здесь еще было недоделано. Поэтому, по-моему, уже тут все доделали в этом плане. Хотя еще что-то надо, в принципе, делать. Вот это тут тоже некрасиво, как бы. Здесь тоже выложено вот этими камушками. Такая зона плитка лежит. И здесь можно на чем-то покататься, на велосипеде. Вот и мы теперь на другой край этого озера Талого пришли, оттуда прошлись. Видим, дети вон сидят, камушки кидают. Зимой здесь, весной, вернее, горки, с которых можно покататься, делают. Кстати, в этом году кто-то залил очень хорошую горку такую изо льда у нас тут было. Так, и здесь вот тоже такой канал, выложено все камнями. Ну, опять вот тут, а тут у нас небольшие провалы заметны, то есть за год может это все опять куда-то уехать. Ну, то есть видим, как это все сделано. Песок и вот эта плитка лежит. То есть, естественно, если песок будет вымываться, то там под этой плиткой будут пустоты, она будет проваливаться, естественно. Естественно, будет проваливаться. Так, а здесь у нас труба вон там идет, да? Мост. Опять грязно, не почищено. Надо, в принципе, чистить все, это убирать. Мне очень приятно смотреть.
как бы на пустые пластиковые бутылки. Люди, конечно, во многом сами виноваты, то, что это они мусорят здесь, но надо тоже убирать как-то властям это все, чистить периодически. Ну, видно, что почищено, но все-таки что-то не хватает. Ага. А тут, видимо, эти кирпичи почему-то валяют. А, тут делают, еще не доделано. Все понятно, то есть еще делают. Так, как, кстати, ее ложат эту плитку, посмотрим сейчас. Тут у нас песочек есть. И вот таким вот камушком выкладывают здесь, прямо на песок. Смотрите. Ну, естественно, если он будет, этот песок, подмываться, уходить, то, естественно, будут образовываться какие-то дырки, впадины. Так, и смотрим, вот здесь такой, как это сказать, причал или что это такое. Сделан, можно в него выйти. И здесь вот так вот постоять. Вот это, кстати, у нас здание, бассейн, самородок, по-моему, что ли. А рядом у нас 50 лет Победы. Зал, спортивный зал, 50 лет Победы. Тут иногда концерты проходят. Вот. Так, давайте-ка прочитаю, что там кто пишет. Угу. Мака 12. Передайте, пожалуйста, привет. Привет. Куда уходит? Привет, Мономака 12. Привет, привет. Привет. Так, ну что, дальше идем. Здесь посмотрим, что там еще интересного есть. Так, нам надо было тогда, здесь я вам показал. Давайте с вами вот сюда вот. Здесь зону сделали. Тоже интересную. Смотрите, какая здесь зона. Плиточка. Сидушки. И вот такие вот интересные камни. Для чего они сделаны? Интересно, наверное, для детей, да, или просто можно присесть, посидеть на ней. Да, и мы сейчас постучим, посмотрим. Она пустая внутри. То есть с виду как камень, а пустотелый. Тут две таких штуковины. Лавочки. Тут березки вот эти вот, которые уже растут не один десяток лет. Тут был сквер все время, в общем-то, в этом месте. Видно, что здесь еще такую дорожку сделали асфальтированную. Так, давайте-ка вон к тому карасю пройдем. Памятник карасю. Единственный памятник в мире карасю. Поближе к нему приблизимся. Так, уже у нас время половина. Уже 5 часов 15 минут где-то, да? Якутское время. Вот памятник карасю. Так он выглядит. Вот он, карась. И стоит на такой, из чего у нас сделано, типа стали, да? Что-то, ага, такая пустотелая подставка. А сам карась металлический. Слышно, да? Звук такой. Карасик. Раньше он стоял вон на том мосте, когда еще мост старый был. Ага. Его несколько раз роняли
Ну, то есть люди залазят, там, видать, фундамент вот этот был, плохая опора, и он падал. Но это тоже как-то интересно. Вот, памятник карасю. Так, тут пройдем. Посмотрим, здесь песочек еще что-то делают люди. И вот эти вот качалки. Кресла-качалки, да, у нас? Качалки. Довольно они тоже внушительно сделаны из толстого металла. Такого. Трубы такие толстые. Здесь приятно березки. Приятно, что здесь безмашинная зона. Безмашинная. И здесь видим мы скворечники на деревьях. Скворечники. Много молодежи. Птичек подкармливают, смотрите. Лепешками, еще чем-то, хлебом. Так, и с этой стороны тоже поставили вот эти вот качалки. Качели, да, правильно, качели. Довольно они мощно сделаны. Вот так надо у нас делать. Ну, там надо из мощного такого материала, чтобы люди не сломали быстро ее. Туда уже занимают. Ну, а это вход на Водяновскую площадку. Вот здесь вот. Так, ну все, мы сделали круг, по сути дела, вокруг этого озера. И теперь пойдем дальше. Пропеллер. Студия креатива Андрея и навигатор. А с этой стороны вот эта стена расписана вот так вот красиво. Смотрите, как симпатично все раскрашено. Вот так вот надо стены расписывать, а не какие-то там каракули рисовать непонятные, что означающие. Смотрите, тут березка. Оригинально, да, вот эта березка, и она вот так вот сделана в тротуаре. Такая дырочка, и вот ее не стали убирать, сохранили природу. Правильно сделали, в общем-то. В общем-то, правильно. Так. Ну что, давайте выходим тогда. Посмотрели, изучили все, что и как. Теперь давайте пройдем дальше с вами. Немножко погуляем. Долго не буду сегодня стримить. Поэтому жаркий день, кстати, вечером стал. Ну и с утра тоже нормально было, тепло. Я даже немножко позагорал на солнышке, в окошке. Это уже, в общем, просто у нас замечательно, что стала погода теплая, что наконец-то вроде бы зима отступает, что надеемся уже июнь, сегодня какое у нас число-то, 27, да, мая, что июнь будет теплый у нас, и лето будет теплое, что можно будет позагорать нормально. Вот смотрите, вот чаром, и там мамонт. Мамонтов находят очень много в вечной мерзлоте. Ну, не только мамонтов, там других зверей каких-то, которые замерзли там, и они хорошо сохранились, так сказать, в этой среде вечной мерзлоты. Ух ты, сколько пуделей же, да, гуляют. Пудели. 2 пуделя. Да, сколько им надо и корма кормить их, этих собачек. Не дешевое дело это все. Так, вот эта улица здесь
Здесь сейчас будет у нас, называется она Короленко. Короленко. Тут двор украшен вот таким вот. Тут цветочки должны, наверное, посадить, я так думаю. И будет красиво. А тут елка растет. То есть можно вот здесь в Новый год вот эту елку наряжать и, пожалуйста, водите вокруг нее хоровод. Что, в общем-то, замечательно. Туда идти, сюда идти. Давайте сюда пойдем. По улице Короленко прогуляемся. Когда-то я тут уже ходил. Было это уже давно. Вот эти табуретки выкинули. Людям табуретки не нужны. Наверное, купили новые, хорошие, прочные, которые надежно стоят. А эти старые их на помойку. Тут когда-то вот эта улица, да, Короленко, она, смотрите, вот оттуда, да, с проспекта Ленина, она шла вот так вот напрямик, то есть где сейчас я стою, тут дорога была. А сейчас она получается, ну не тупиковая, а вот тут улица Толстого, по-моему, да, вот это вот. Вот просто поворот сюда. Можно с нее либо сюда повернуть, либо сюда, а так прямо не проедешь уже. Прямо не проедешь, потому что тут двор вот этих вот домов. Ну и, в общем-то, хорошо. То есть здесь вот эта зона, тут машин нету. Если бы была бы дорога, тут бы машины бы ездили, от машин, естественно, ничего хорошего нету, как сами понимаете, да? Тут вот, видите, молодежь отдыхает на улице. Сколько это можно было сидеть? Вот наша теплотрасса, сейчас мы под ней пролезем. Пролезли. Магазин, домашние продукты. Домашние продукты. Здоровое питание. Сейчас все гоняются за домашними продуктами и здоровым питанием. Потому что экология в городской черте, она испорчена машинами, большим количеством машин. Естественно, от них ничего хорошего нету от машин. Вот видите, двор, да? Типичный двор вот таких вот. И он весь заставлен транспортными средствами. Хотя дома, в общем-то, вот эти не такие же высокие. Сколько здесь? Раз, два, три, 4, 5, 6 этажей. А это дом. Раз, два, три, 4, 5, 8, девятиэтажка. Да, вот это девятиэтажка. Вот двор, в общем, заставлен весь машинами. Все занято. Но вот все-таки вот эта пандемия как наступила, людей-то позагоняли по домам на удаленку работать. И в городе транспорта стало меньше ездить. То есть не надо уже людям куда-то ехать на работу там, в школу и так далее. Там. То есть люди стали больше сидеть дома и меньше пользоваться транспортными средствами, и поэтому стало чище в городе. Так что вот этот транспорт, он вроде бы хороший, но с другой стороны он убивает экологию, очень сильно убивает экологию в городе. Вот мы видим вот эта теплотрасса, вот так вот у нас трубы проложены на таком возвышении, по ним горячая холодная вода идет в дома. Вот на таких сваях все сделано, потому что вечная мерзлота, нельзя ее трубы эти в землю ложить. Вот такого типа сооружения, теплотрассы называются. Так, осторожнее. Давайте вот так вот перейдем. И сейчас еще один двор с вами посетим. Еще один двор. Это
двор. Уже тут крупнопанельное домостроение мы видим. Комбинат якутский ДСК вот эти панели делает. Мы видим вот эти дома. В общем, вот это Пояркова 19. Тут, в общем, как вам сказать, элитно, да, жить. Цена недвижимости здесь высокая, естественно. Хотя она в городе везде не дешевая, но здесь она повыше. Цена квартир в этом месте. Это что такое? Какая-то понятно. А, место для курения. Это, смотрите, место для курения сделали как. Здесь мусорка и вот для этих бычков отдельная бочка. Вот как сделали. И навесик. Еще для птичек там кормушка висит. Это мы с другой стороны удачные покупки получаем. Все вышли. Там проход есть между зданиями. Удобно, да, когда вот такие большие здания, да, что у них есть где-то проезд. Делают тут проезд, удобно. Можно заехать или пройти. А то, если его нет, то придется... Ух ты, смотрите, вот эта революция. Выгул собак запрещен. И курить не запрещено тоже, потому что детская площадка здесь. Вы сами понимаете, у нас собаководы, они за самими собаками не убирают, то, что те нагадили, и поэтому остаются после них вот эти вот отходы. Ну, естественно, кому они нужны. Вот тут зона какая. Пеньки какие-то, тут сидеть можно, да? Так, далее проходим. Сейчас мы вот это проезд этот пройдем. Сколько же этим домам лет-то? Наверное, лет, видимо, 15, я думаю, да? Если правильно. То есть они относительно, конечно, недавно это строили, но уже это время стоят. Ну вот мы выходим на улицу. Это из головы вылетело. Сейчас адрес я прочитаю, скажу вам. Интенсивная улица тут, смотрите, в 3 потока машины ездят в одну, в другую сторону. Поток. Здесь магазин итальянской обуви Италика. Если есть у вас денежки там лишние какие-то, если вам их не жалко, можете купить себе дорогую итальянскую фирменную обувь. Когда-то в этом магазине был магазин, где продавали хозтовары. А сейчас удобно. Давайте туда перейдем. Угу, да, снимаем, да, специально для вас. Сегодня пятница, конец рабочего дня. Ну, обычно в пятницу интенсивное движение автотранспорта. Многие люди выезжают за город, ездят уже по своим делам, как бы делают после рабочей недели. Поэтому движуха у нас интенсивная начинается в пятницу вечером. Так, 20 секунд осталось стоять, ждать. Ну и мы сейчас выходим, вот это переходим улицу. Это улица называется. А, Пояркова. Вспомнил, Пояркова, да? Пояркова. Сейчас будем переходить.
длинный переход. Тут, кстати, заасфальтировали. Тут были большие тут колдобины, рытвины. Сейчас стало нормально. Но у нас дороги, не знаю, от интенсивности транспорта или же от значит, вечной мерзлоты, вот они, наверное, вскупе все, они долго у нас как бы не держатся дороги. То есть вот к концу, наверное, уже года уже тут будут личные какие-то повреждения ее. Здесь, видимо, уложили тротуар. Опять как-то его неаккуратно уложили. Все-таки это же недавно было сделано все. Тут видим даже еще вот эти стройматериал. Стройматериал. Здесь еще доделывать надо, но плитка почему-то пошла. Там должны какой-то слой что-то, наверное, укладывать более плотный. И, значит, соответственно, чтобы она не ходила. Как делают с соблюдением ли всех технологий, чтобы это долго служило, вот непонятно. То есть деньги-то тратятся приличные, как бы на это, на все, вы сами понимаете, да? Сейчас тем более этот материал, он весь подорожал. Прилично строительный. Ну и по идее это должны, раз он подорожал, делать как-то надежнее, да, чтобы дольше служило, но пока не видно качества, не видно качества. То есть я вот иду, это одна плитка туда, вторая сюда, что-то поднялась, опустилась. Вот видно, да? Абсолютно новый тротуар, сколько ему, года, наверное, нету, но он уже вот так вот весело повело. По идее, этих товарищей, кто вот это делал, их надо заставлять переделывать это все. Но мы это видим. Поэтому разобьют. Там сзади видит меня. Ух, какая машина интересная. Тут еще мопед, что ли. Так, как мы тут перейдем? Здесь у нас светофор. Небольшая полочка. Большая. Еще 4 секунды осталось. Так, давайте. Это самокат может быть такой большой или что это такое, непонятно. Нет, у него есть двигатель. Двигатель. Но он без номеров. Так, давайте-ка мы здесь еще перейдем. Так, так. Светофоры есть, ага. Светофор. Ну а здесь, смотрите, как разбито оно, ё-моё. Вроде бы сделано, не доделано. Так, где там зеленый свет? Сейчас загорится, и мы с вами пойдем. Так, все, пошли. Пошли. 40 километров в час ограничения, но, как мы видим, здесь такая пробка длинная, что тут даже 20 километров в час. Потому что в этом месте школа, учебное заведение, поэтому такое ограничение по скорости. Но тут при всем желании, по-моему, больше не разгонишься, потому что пробка. Потому что пробка. Так. Вот здесь тоже из такого же материала плитка, но она тоже как-то какими-то выступами вся. Здесь просто, смотрите, так уложено. Сами себе взяли, выложили без бордюров. Просто так.
положили, чтобы люди ходили по-простому, без каких-либо заморочек. Сделали подход к магазину. Ну вот видим, да, установки вот тоже так выполнены. Деревянная вот эта часть, это деревянные сидушечки. Дерева-то у нас много. Сколько у нас сгорает древесины каждое лето. Сейчас вот еще пока пожаров нету в тайге, поэтому относительно, воздух чистый сейчас. А вот когда пожары начнутся в тайге, в Якутске, дым от пожаров начинает, которые легкие забивать. Довольно неприятно в это время находиться в городе, еще жара давит. Видимость совсем слабая и солнце красное такое, красное солнце. Магазин Магнит, но не тот Магнит, который в центральной части России, это свой Магнит. И бриллианты Якутия рядом, смотрите, нашли Магнит и бриллиантиков немного себе подкупили. Бриллиантики, велопарковочка, геймзона, вот смотрите, PlayStation, интернет-центр и велопарковка. Бар, клуб. Когда-то здесь был магазин электротоваров, а сейчас сделали какой-то клуб непонятный. Видать, выгоднее держать его так. Вот здесь магазин сластена. Зайти мороженого купить. Так, машин сколько? Тут машин просто тьма. Просто тьма машин. Так, маску надеваем. Проходим. Масочки. Там народ можно собирать. Ладно, не буду я стоять. Не буду я стоять. Можно мороженое еще в другом месте, я знаю, на этом, где молококомбинат, там фирменный магазин, там еще дешевле мороженое продают, чем здесь. Обычно я покупаю мороженое не такими маленькими, как порциями, там по 70 грамм, да, вот такими небольшими, а сразу килограмм беру, чтобы нормально наесться, чтобы почувствовать, что мороженого поел, а не так что-то там жевнул, а так килограмм возьмешь, чем-то можно вареньем сверху полить там или какао посыпать, и вообще супер еда. Да, вот видим люди на самокатах, но у нас тут такие тротуары, что тоже есть мысль как бы взять самокат, но придется часто слазить с него. На велосипеде-то как бы можно еще проехать, вот эти колдобины, да, на пешеходных дорожках, а у самоката колесики маленькие, и вот такие вот препятствия, для него уже проблема. Здесь магазин Топка хороший, сюда заходил, отоваривался, в акции там что-то товары какие-то были недорогие когда-то, да. Я бы сейчас тоже зашел, но тут некуда таскаться с набитой сумкой. Я тогда помню, я сумку набил, еще пакет у меня был полностью набитый. Я там набрал много и еще шел, снимал, и вообще вот это все одновременно пришлось и тащить, и снимать. Эту тяжесть тяжеловато было. В общем-то тяжело. Техосмотр
здесь какие-то цветочки у нас здесь начинают. Что за растение? Кустарник, да? Вот, начинает потихоньку он уже листики эти, почки распускаться. Лето, товарищи, лето, наконец-то дождались, пережили зиму, поздравляю всех. О, а тут, смотрите, тут вообще красота. Смотрите, какие шикарные цветы. Вау, вау. Да, цветов вот явно в городе у нас не хватает, 100%, мало очень. И так, как бы, с растительностью тут на севере у нас туго, да? То есть растет, как бы, вот преимущественно вот такое вот, такие деревья, тальник, как он называется, да, вот такие вот, преимущественно, да? Но они такие небольшие, но от них тоже какой-то кислород, да? Они воздух очищают, но все равно не хватает. Не хватает. Особенно вдоль вот таких вот улиц интенсивных, вот как эта улица Лермонтова. Смотрите, тут в 3 ряда, да? 3 или в 2 ряда, да? Или в 3, не пойму. Машины, то есть, ну, дорога 4-рядная получается. Интенсивное движение, вот это, причем интенсивность, она круглосуточная. То есть здесь, чтобы транспорт не ездил, такого не бывает по времени. И вот здесь вот, кстати, было бы хорошо, что высажены были бы деревья, но их нету. Чтобы они как-то защищали. Вот тут, допустим, дома стоят, да, люди живут. Вот, смотрите, у них тут квартиры, как бы они тут живут, спят. И тут рядом интенсивная дорога. Вот как я вообще не представляю, как тут можно жить вот в этом доме, допустим, да? Но это деревяшка, она уже старая, ее, наверное, скоро уже снесут. Но вот с этой стороны, да, дом, да, элитный дом. Там чуть ли не пентхаус на верхнем этаже. А там-то люди как тоже. От машины-то пылюга идет. Ё-моё. Да, вот эти что-то дома долго их не сносят, не расселяют. Они уже сколько времени здесь стоят. Уже вот эти первый этаж просто заколочен, потому что, видать, там уже пол все это сгнило. Все это сгнило. Так. Улица Лермонтова. Так, а давайте мы с вами сюда перейдем, на эту сторону, в сторону вот этого Вавилона, торгового центра. Движуха, видите, да, какая интенсивная машина. Ё-моё. Ну и вот тут прямо вот этот вот дом, и там квартиры. Но я понимаю, допустим, с той стороны еще. Но все равно там пыль это вся осаждается. Как можно жить в таких вот домах? Только себе портить окружающую среду, не знаю, 24 часа пыли дышать. Это просто кошмар какой-то. Так, а тут что у нас мороженое? 33 пингвина. Вот стало им мороженое. Продают. Вот, скорая помощь едет. Торговый центр Вавилон. Здесь лавка сухофруктов, мир сухофруктов. Вон там разные миндаль, фисташки, курага и так далее. Всякое добро продают. Так, ну давайте пройдемся. Улица Петра Алексеева. Улица Петра Алексеева. Тоже так она вся в машинах. Одна сплошная пробка. На этом участке, вот здесь даже видим машины. Там, наверное, ветер дует, да? Тут ветрено довольно. Ага, не
хотят выехать. Эти выехать, эти заехать. Короче, вот такая вот ситуация. Не очень хорошая. Ну что сделаешь? Издержки городской среды. Здесь тоже у нас плиточка. Вот, пожалуйста, плиточка. Тротуарчики сделаны. Более-менее так аккуратно все. Так, и моя задача вот на ту сторону перейти. Но я тут никак не перейду. Люди гоняют. Напугали меня. Тут я не перейду. Тут перехода нету. Это придется вон туда, за хозмаркет идти. Улица Петра Алексеева. Сколько сейчас? 6 час вечера. А он вертолет, смотрите, кстати, вертолеты летают. Это по МЧС, наверное. Вертолет он там пролетает. Вы не видите, я он его захватил. Что-то он ездит, летает, что-то смотрит, видать, или сейчас паром это уже, поскольку лед прошел уже, то получается, что паромная переправа уже начала ходить. А когда лед тонкий, запрещают по нему переезжать, уже дорога закрыта, соответственно, машины не ездят. И давайте быстрее. Транспорт мешает, может сбить. Вот это вот тут магазин когда-то был продуктовый Сардана, а сейчас тут всякое разное. Пристройку такую сделали солидную. Так, ну здесь вот, в общем-то, так облагородили хорошо. Плиточка вот эта. Раньше тут тротуар вообще деревянный был такой вот. Шел вдоль вот этого, вдоль этих домов. Тротуарчик. Одно название. Так, я вам хотел вообще вон туда пойти. Ну ладно, сейчас тогда по Пирогову потопаем с вами. По улице Пирогова. По улице Пирогова. Так, или мне зайти? Сейчас вот в этот Алмаз, торговый центр. Я хотел очки посмотреть себе на лето. Солнцезащитные с диоптриями. Двери, магазин. А вот этот хозмаркет. Популярный очень среди жителей города. Хозмаркет. Там, если у вас есть карточка, скидка 10%. Ну и там сам товар он подешевле продается. Хотя, как везде, сейчас все это дорожает. Все дорожает и уже, в общем-то, дешевых вещей даже в таких можно и не найти. Звонят мне, да? Аккуратно все сделали. Пришлось прервать телефонный разговор. Так, а что я стою? Тут же это... Бени сердце тбилисских салонов. Вот здесь вот очки, по-моему, есть. Вот. Ладно, мы не будем заходить. Погуляем дальше. Мне уже, слушайте, жарко. У меня куртка. Мне уже видно, что пылюга уже начинает подниматься. Потому что растительности это совсем мало, да? А транспорта много. Это сейчас мы выходим, вот тут с левой стороны республиканской больницы будет большой комплекс лечебных. И с этой стороны. А с правой вот это проходим газовая компания, газовая Саха, Транснефтегаз.
Вот здесь можно за газ заплатить. Или если вам газ надо подключить, сюда вот обращаетесь в это здание. Газовая компания. Петра Алексеева, 64. 64 дом. Тут березки такие симпатичные. Вот сколько им лет уже. Очень, не один десяток лет, наверное. Хорошо, что и они сохраняются. Они уже, чтобы вырасти здесь, на севере у нас деревьям надо в силу специфики температуры, значит, холода. У нас они так растут слабовато, да, поэтому им надо время. Посмотрите, какой есть интересный проход между вот этим домом и деревьями. Ну давайте посюда пройдем. Фу, жарко. Я уже, короче, все полностью начинаю потеть. Что-то у меня еще кепка. Утром-то прохладненько было, а сейчас вот, значит, жарко уже становится, жарко и уже ходить надо, раздеваться. Так, все, сворачиваем на улицу Пирогова. Улица Пирогова, тут тоже видим тротуарчик такой, но уже выбоины. Не очень так это все, конечно, это сделано надежно, как-то все, причем какой-то короткий, то есть вот тут он кончается уже. Совсем короткий, и там, видать, уже будет обычный. Сейчас увидим, что там дальше. Ну тут асфальт. Ну, плитка, она как-то у нас не лежит долго. Она начинает, видите, на песке она начинает все, ее вся разваливается, короче. А здесь обычный асфальт. Вот он еще более-менее. Но мы видим, да, вот смотрите, вот эти вот пеньки видно, да? Вот они. Эти пеньки у нас не просто так возникли, их же спилили, а они сами вылазят оттуда из земли. Вот их вечная мерзлота выдавливает эти, значит, палки, бревна, да, оттуда она их выдавливает. И на дороге получается, вот смотрите, вот такая дрянь. Шишки такие. Вон, видно, да? Они вылазят. Вот тут можно наблюдать, вот что вечная мерзлота творит. Что она творит? Она выдавливает из себя все, что может. Так, ну и вот этот новый жилой комплекс, недавно построенный на улице Пирогова. Здесь 1, 2, 3, по-моему, таких здания высоких. На них наверху такая интересная, как бы такая архитектурная, как это сказать, архитектурная форма на самом верху. И когда со стороны смотришь, довольно такой сюрреалистически это все кажется. А это, кстати, не ходил никогда. Давайте-ка вот погуляем, что ли. Посмотрим на эти дома. Что они из себя? Пирогова, дом 9, блок 2. Пирогова, дом 9, дом 2. Ну, эти дома, они год или два стоят всего. Тут переход получается между ними. Вот переход. То есть из одного корпуса в другой можно пройти. О, это улица Пирогова, вообще что-то забытое. Вот, но только на таких вон машинах, видите, да, можно проехать с такими колесами. Или вот велосипед, смотрите, у молодого человека велосипед с такими колесами большими. Вот на таких колесах можно проехать. Короче, запасайтесь большими колесами, тогда у вас проблем не будет.
домов во двор. Так, и вот что тут мы видим. Вон там дом. Тут тоже какое-то строение интересное. Ну ладно, понятно. Все, я понял. Туда дальше проходить. Непонятно что. Давайте лучше вот здесь, вот в этот дворик посмотрим. Пирогова 7. Тоже крупнопанельное домостроение. Мы видим, здание по этой технологии сделано. Такая площадочка, песочек. Там кто-то копается в нем. В этом песочке. Ну и здесь мы видим какие-то вот эти сделали. Ой, шин, господи, шин. Бюджетно вот так вот. Тут цветочки, видать, какие-то садят, что ли. Цветочки. Летом шин. Так что шины, вот это дело такое, что у них надо, короче, хранить. И из них что-то можно как стройматериал использовать. Так, а тут что-то вообще непонятно. Вот я зашел, вот этот дом. Тут, кстати, окна у него битые. Что это за дом такой? Вроде бы он нормальный. С виду-то, но почему-то запах тут какой-то. Почему-то здесь грязь. Никаких вывесок, ничего нет. Там, видно, люди живут. Что это за дом? К кому он относится? Площадка перед ним заставлена машинами. Так, даже шлагбаум есть. Смотрите, какой шлагбаум. Тут приварено от этого, от машины большой. Тут, естественно, мусор у нас. Очень грязно. Очень грязно. Напротив мечети это происходит. Так, вот еще двор, вот этот дом жилой. Так вот. Ой-ой-ой-ой. Видали, да, что происходит? Здесь просто вот эти вот железные прутья, они торчат. Это, видать, дорога была сделана, но разбита она машинами, что эти прутья, они просто все повылазили. Детская площадка. Детская площадка. Так, как мы пройдем-то? Давайте вот так вот, что ли. Это дорога, по которой машины ездят. Там все перегорожено. И выходим, здесь гаражи. Вот этот дом непонятный. С разбитыми стеклами. И там вроде бы как он... А, здесь вход есть. Какое-то общежитие, наверное, что ли. Драйвер такси. Якутская. Тут еще вот эти деревянные дома стоят древние. Кальвица улица. Детишки тут суетятся, бегают. Так, а как мы пройдем с вами? О, смотрите, тут вообще красота. Эти для цветов это посажено уже, смотрите, а? Ё-моё. Как это, на загоршки, да? Для цветов. Ну, вообще шикардос. Уже цветы растут. Вот, если беспокоиться, уже вот цветочки были бы, если клумбу высаживать заранее цветы. Так, вот мы его обошли. И выходим вот с этой стороны. Так, дайте я почитаю комментарии. То пока иду. Ага, по комментариям. Привет. Привет. Так. Так, сколько меня смотрит? 3 смотрят, 4 лайка. Всем спасибо за лайки. Надеюсь, вам это интересно. Тема вот такая, вот таких походиловок. Зона. Тут хотели какой-то памятник или что поставить. И, короче,
Нифига нету. Тут на этом месте когда-то был кинотеатр «Мир» деревянный. Его снесли, и вот сейчас вот тут просто круговая развязка, дорога. 4 дороги Свердлова получается. Калевица, Пирогова и Жирницкого. Круговая развязка. Так, давайте-ка мы вон туда пройдем. Смотрите, это улица Свердлова, и посмотрим, какие перемены на ней. Он еще скоро едет. У нас коронавирусные времена не кончились, поэтому... Ой, как она, реанимация. Обычная скорая помощь. Так. Опасный сход снега. Вот сейчас вот такие таблички стали. Ой, как она скрипит машина-то, а? Ужасно просто. Так, где мы тут перейдем? Вот тут переход. В ту сторону я хотел перейти. В ту сторону. Так. Переход. Замечательно. Так, и сворачиваем на улицу Свердлова. Или Свердлова, как правильно. Так, с этой стороны, с левой стороны, видим мы, были деревяшки вот такие вот такого типа. Здесь они стояли, их все посносили. И видим, строят дома. Как эта технология? Заливная, да? Каркасно-бетонная. То есть вот такие сваи строят, их заливают. И потом перекрытие ложат. Заливное тоже, да, и дальше еще выше строят. А вот видим буровая машина, которая сваи, вот эти вот, она туда вставляет. Свая-укладочная машина. Вон она, видите, да, вот так вот весь город Якутск на сваях. Иначе дома долго не стоят. Так, куда он едет? Куда-то едет. Она сваяна туда внутрь. Тут какая-то проезд, проход. Вот он ее туда, эту сваяну уложил. А вот видите, этот держит, этот дырку делает, понятно. Дырку, а этот сваяну держит. Вот видите, какая длинная сваяна. С какой глубины она. Ух ты! Ну, тут однозначно какие-то высокие здания будут стоять на этом месте. Этажей по 15-20, наверное. Угу. Высокие вот они такие. Глубокая свая. Высокая, длинная, вернее, длинная. Получается, это дырку делают, а потом ее вставляют. Раньше сваи заколачивали, и когда заколачивали, естественно, грохот был такой. Бух, 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 колотили они. А сейчас как-то бурят или что, я не знаю, точно технологию. Короче, паспорт объекта. Ой, есть паспорт объекта даже. Давайте посмотрим с вами. Улица Свердлова, что строят. Объект 2 многоквартирных жилых дома по улице Свердлова в 47-м квартале. Заказчик Оптимастрой, телефоны, директор Папаян, ТРМ-ПРМ. Так, начало работы 3-й квартал 20-го, окончание 3-й квартал 22-го. И сколько тут этажей? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 или 16 этажей где-то так. Такие должна 2 дома строить. Высоких. Ладно, еще давайте проходим. В прошлом году вот эту улицу Свердлова ее сделали заново. А вот эта самостройка вот так вот выглядит. Вот она вот так вот, видите, да? Заливают такие вот каркас, а потом заливают бетон. И это буровая, это бурилка. Бурилка, все понятно. Он, получается, дырку эту сверлит в земле, в вечной мерзлоте. Специальным каким-то, видать, буром, особо прочным. А потом уже в эту дырку сваяна вставляется. Сваяна вставляется. И все, вот таким вот образом. А раньше, я говорю, их заколачивали.
просто заколачиваем. Вот тут на улице Свердлова еще вот остались вот эти дома. Кстати, кто-то меня просил дом 1 на Свердлова снять. Так, это какой у нас 13-й дом? Я, кстати, на этой улице раньше жил когда-то. Давным-давно. Уже я и не помню, когда это было. Ну, да. Сейчас ее, конечно, не узнать. Вот эти все дома это новые. Видите, даже какие высокие здания стоят. Здесь два высотных здания. Мир пультов. Подберем любой пульт. Ремонт телефонов. МТВ плюс. Установка 310 получается в этом доме на первом этаже. Чук-чук. Аптечный пункт. Вот тут, смотрите, какие вот эти домики древние и новые дома, жилые. Вот такая вот из таких домов раньше была полностью вся улица. Вся улица. А вот этот тоже домик вот этот одноэтажный. Раньше здесь пункт проката был когда-то давным-давно. А тоже деревянное здание, вот типа вот такого. Но его, короче говоря, оббили профлистом, и оно сейчас вот так симпатично смотрится. Типа по-новому. Хотя оно очень древнее. Там что находится? Экспоцентр. Экспоцентр. А, вот это тоже старое здание. А тут что такое? Какой-то этот торговый центр, халяль, продукты, фрукты. Да, это тоже деревяшка двухэтажная. Вот ее переделали. Товар дня. Так, смотрим налево-право. Тут светофор, переход. Есть кнопочка. Так, мне сказали, дом номер 1 снять, да? Ну, давайте пойдем. Попросили. Так, я не знаю, работает, нет? На кнопку. Стоим, ждем. Все, пошли. 18, 17, работает все. Так, это какой дом? Свердлова 3, дробь 1, вон там, значит, это Свердлова 3. У меня какой? Первый дом попросили снять. Первый дом. Так, видно, что здесь улицы убирают, мешки с мусором. Это хорошо. Первый этаж уже здесь, смотрите, уже не живут люди. Стекол нету. Свердлова 5. А, Свердлова 5, вот этот дом. Свердлова 5. Значит, это Свердлова 3. Напротив Свердлова 2Б. А это Свердлова 2А. Вот такие вот домины здесь. Ух, высотень. Так, это какой домик? Вот этот аккуратненький домик. Свердлова. Сейчас посмотрим по табличке. По табличке. Свердлова 3. О, третий, а первый дом это вот этот выходит. И его снесли. Его снесли, на месте него, смотрите, что строится. Так что его уже нету. Свердлова 1 дома. Деревяшка вот такая была здесь. Уже вот смотрите, какие сваи здесь. Опоры какие поставили. На этом месте у нас что-то строят. Что-то строят. Так, читаем. Многоквартирный жилой дом номер 1 с нежилыми помещениями в 48-м квартале города Якутска. Так, вот такой дом. Видно, да, вам, наверное?
А вот, короче, этот уже Свердлова-1 уже не существует. На его месте вот такая вот стройка происходит. Стройка. Так, а здесь больница, это что ли какая-то? Тут уже давно не ходил, хотя живу тут недалеко, но давно не ходил. Что за дом-то у нас? Какая-то больница или что это? Так, вот стройка идет полным ходом. Тоже недавно дом этот построен. Так, а я там пройду, нет? Там проход-то есть. Я сейчас выйду, а там прохода нету. Вообще круто будет. Там тропинка есть, люди куда-то. Вон кошка сидит, кстати. Кошка. Видно, нет ее? Пошла. Так. Вот тут кто-то, кстати, зона для курения сделана. Вон кошка, видно, да? Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Рыжая. Так, как мы здесь выйдем? Больница, по-моему, это. Что ли? Какая-то, что за больница? Непонятно. Ну, можно по карте посмотреть. Тут есть выход. Все, выходим. Так, курение табака отдельно. Вот, то есть здесь нельзя во дворе курить этого заведения. А специальная зона для курения отведена. Вот она. Это зона для курения. Вот бочка такая. Вон там кот сидит, караулит эту бочку. Кому она нужна вообще-то с окурками чужими, бычками. Непонятно. Так что вот Свердлова-1, стройка идет. Дома уже нету. Дома этого уже нету. Так. Надо выйти на улицу. Ой. Так, телефон сколько у меня? 4 смотрит, 5 лайков. Спасибо большое за лайки. Так, вот это вот храм. Так, я куда пришел-то вообще? Ой-ой-ой, там. Я думал там пройти, а тут, оказывается, забор у них. И тут сложно вообще идти. Так, деревянный переход. Кстати, тут осторожно, можно туда упасть, провалиться и ногу себе сломать. Лермонтова 36/1 дом. Так, тут можно было раньше пройти, но сейчас мы не пройдем. Так, вот заварено здесь. Колючая проволока еще, смотрите. Вон колючая проволока, чтобы люди не лазили. Так, и нам придется вдоль вот этого дома и забора идти по вот этим палочкам, бревнышкам, дощечкам. Какой-то кабель. Кабель. Главное, чтобы он был не силовой. А нет, он не силовой, он какой-то. Это кабель телефонный. Ну, наверное, уже телефонов ни у кого нету таких стационарных. Или если осталось, то мизер совсем. Совсем мизер. Вот велосипед припаркован. Потому что тут люди выходят и сразу у них можно ехать. Так, это когда-то вот эта церковь был, храм, а сейчас тут какой-то, короче, переоборудовали под тренажерные какие-то, фитнес. Тренажер, фитнес. Короче, вместо храма стал. Короче, таким образом. Ну, храм был, по-моему, церковь какая-то была протестантская. А последователей мало как бы в городе у нас. То есть здание построили, а
Перехода-то нету, по сути дела. И она так вот пустая, без этих, без людей, без прихода. Ну, это же не храм, да, по сути. И, видать, они потом ушли отсюда, миссионеры, вот эти вот западные. А здание осталось. Здание осталось, и сейчас в нем находятся спортивные кружки, тренажерные залы. Ну, хорошо, хоть не этот, не какой-то там бордель, понимаете, да, или ресторан. То есть такое спортивное, как бы уклон на здоровье, то есть положительное. Так, все, улица Лермонтова. Опять мы с вами сделали вот такой круг. Это мы вот по Свердлова, где мы зашли-то? А, мы подтуда же шли, да, подтуда мы шли. И вышли на улицу Лермонтова. Улица Лермонтова. Тепло уже. Вот тоже, да, смотрите, плитка. Плитка относительно недавно, но уже, видите, ее вот коцаная она вся, облетела сверху, местами провалы. Вот так вот. Не знаю, наверное, это все-таки как-то вечная мерзлота сказывается на сроки службы ее. Или несоответствие, соответственно, неправильно ложат не по правилам, которые должны быть при производстве. Ну, вот тут смотрите, видите, да, выперла ее, да, эту плитку прямо, как такая плита там какая-то лежала, под ней не вынули, она выперла наружу. Так, все, переходик у нас здесь. А здесь вот это магазин, там рыбу продают, что ли. Креативный кластер сейчас вот стал называться, Компас. Креативный кластер. Да, можно было, конечно, вот там где-то перейти, но такая движуха опасная становится. Переходить не по тротуару, не по пешеходному переходу, соответственно. С таким количеством машин они снуют и оттуда, и отсюда. Так что надо соблюдать правила дорожного движения. Так, все, пошли, люди пошли, мы тоже пошли. Ух ты, гонщик, как гоняет, смотри, да? Людей пугает, нормальных. Надо таких, по-моему, сразу ловить, гонщиков, и отбирать у них это транспортное средство с пересдачей прав, соответственно. Так, все. Фу, что-то я уже устал, слушайте. У меня в горле уже пересохло. Вещать постоянно. Так, вот этот дом здесь полностью уже снесли. Был административное здание стояло. Было в СНАБа. Вот с этим военторгом рядом его уже полностью снесли. И видим мы здесь эту территорию уже забор сделали и навес. То есть здесь будет уже стройка нового дома. Насколько мне известно, ее выкупили, эту территорию, и выкупились, дом снесли, эту деревяшку двухэтажную, и сейчас на место нее будет какой-то шикарный многоэтажный дом. А здесь магазина нет уже, вот все, там пустота. У нас замочек висит. И там вот можно посмотреть, уже пусто, ничего нету. Все разровняли. Все разровняли. Посторонний вход воспрещен. А вот эти жилые дома, они еще стоят. Их, видать, выкупить сложно, но хотя вот очень тут земля выгодная, конечно, в этом месте.
Кто-то там сзади меня пытается задавить. Пытаются меня задавить. Наехать на меня, но это им не удалось. Поэтому так, еще нырнуть вот сюда вот. Давайте еще вот сюда нырну я. В этот переулок. Эти домики еще старенькие. Вот, смотрите, тут как все супер-пупер. Такое древнее, все аутентичное. Там что-то супер-пупер. Прикольно. Вот.
ближайшее время его не будет. Там отделан будет штукатурно, штукатурно. Так, ладно, пойду я туда, это улица Халтурина. Сюда я пойду. Здесь вот есть свой транс, кстати, кто туда полетит, агентство. Здесь можно билет купить на самолет, поезд в этом доме на первом этаже. Свой транс. И сейчас летит куда-то. Вот сюда можете прийти, и здесь вам билеты продадут. Улетит самолет, самолет не полетит, а можно и на поезде. В снежных местах, что напротив Якутска уже железных дорожные поезда ходят. Просто пока у нас нету, поэтому если вы переправляетесь туда на пароме, потом на машине доезжаете до железнодорожной станции и едете на поезде. Фу, ладно, все, завершаю крупным делом, потому что и обратно надо будет повернуть. Вон там, кстати, древняя какая-то машинка швейная стоит, древняя, большая такая, памятник машинки. Покажу, даже только на это. У меня уже на язык не было, горло пересохло. Машинка для обработки края мелкопища, 893 год Швейцария. Гигал создал машину, которая началась в истории компании Берлина. Вот это еще оригинал или такой ебок. Нет, это, наверное, копия. Это материал новый, ага. Копия только. Ладненько, все. Всем ставим комментарий. Ага. Микрофон. Микрофон вот такой в этом, короче, в этом телефоне. И все. Там поддувает, может иногда, когда ветер, поэтому бывает, конечно, не всегда. Ну, вообще стрим это такое дело, что может и связь плохая быть, короче, может и он прерваться, но вот я сколько стоп, он ни разу не рвался. То есть, в принципе, со связью более-менее, а ветер дует, естественно, звука будет